Кристина Константиновна, активно обсуждается программа гармонизации законодательства и, в частности, соглашения о привлечении российских инвестиций. Поясните нам, пожалуйста, многие люди жалуются на недостаток информации, хотя давно идет обсуждение, в чем состоит суть этого межправсоглашения. Гарри, вы абсолютно правы. Действительно, проект межправсоглашения, о котором мы сейчас с вами будем говорить, безусловно, он не вчера родился. Мы над этим проектом работаем практически 2 года. Фактически, большая работа была проведена, здесь внутри Республики Абхазия с уполномоченными ответственными органами госуправления, соответственно, с федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. Достаточно долго проводились консультации, обсуждения данного вопроса, и проект действительно в течение 2 лет стоит на повестке дня. Но, думаю, наверное, правильно будет начать, свое информирование по сути данного вопроса с того, вообще, почему возник данный вопрос и вообще, почему возникла необходимость подготовки и разработки соответствующего межправительственного соглашения, тогда как у нас, в принципе, есть законодательство Республики Абхазия, есть соглашение межправительственное между нашими странами, но я конкретно хочу коснуться и законодательства, и международной практики для того, чтобы обосновать, почему данное межправсоглашение разрабатывалось, почему мы предлагаем его рассмотреть. Наверное, будут звучать иногда и банальные вещи, но не сказать этого нельзя. Понятно, что любые инвестиции, будь то государственные или частные, они являются главным стимулирующим фактором в развитии экономики. Абхазия в этом смысле не исключение. И на всех этапах развития нашего государства эти вопросы всегда стояли на повестке дня. Вопросы привлечения инвестиций, безусловно, важны. И это в первую очередь, как обычно принято всеми экономистами говорить, но я думаю, это и не экономисты тоже понимают, это, безусловно, создание рабочих мест, привлечение новых технологий, развитие инфраструктуры, повышение доходов бюджета. Ведь все эти вещи, в принципе, в конечном итоге направлены на повышение уровня благосостояния нашего населения. От уровня развития экономики зависит уровень развития государства и, конечно, ни одна страна не пренебрегает в этом смысле, конечно, в этом смысле, я думаю, здесь с этим все согласны, все прекрасно понимают, что это действительно необходимо. Поэтому тут надо небольшой экскурс дать в историю данного вопроса. Хочу напомнить, что первый закон, определяющий условия привлечения иностранных инвестиций, был принят в июле 1992 года. Понятно, что в последующем, уже после войны, в 1994 году, в 1998 году и последующие годы данный закон корректировался, в него вносились изменения, но суть оставалась по-прежнему важной. Вопрос привлечения инвестиций в экономику республики всегда оставался на повестке дня. Далее, понятно, что формат инвестиционной политики в республике стал меняться. Безусловно, это было связано с признанием Российской Федерации в 2008 году независимости Республики Абхазия. И, безусловно, первыми базовыми межправительственными соглашениями после подписания соответствующего договора это были соглашения, регулирующие вопросы экономической деятельности. И, в частности, в 2009 году было подписано межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между нашими странами. В данном случае, я думаю, что важно отметить, в тот период функционировал и действовал закон об иностранных инвестициях и, соответственно, данное соглашение. Хочу отметить, что изначально закон об иностранных инвестициях, которых был принят еще в то время, он позволял иностранным инвесторам, я здесь хочу обратить внимание на некоторые детали, и чтобы, было понятно, что имелось в виду, хочу даже зачитать. Позволялось реализовывать проекты на территории Республики Абхазия, участвовать в приватизации и разгосударствлении имущества, находящегося в собственности Республики Абхазия, заключать концессионные соглашения на разведку и эксплуатацию естественных богатств экономической зоны и континентального шельфа. То есть уже тогда
республика понимала, что инвестиции могут играть ключевую роль, в данном случае иностранные инвестиции, в развитии экономики. Поэтому такой широкий перечень прав Даже был заложен, тогда... совершенно верно, был заложен в тот, мы будем его называть базовый закон об иностранных инвестициях. Понятно, что когда мы подписали соглашение о поощрении взаимной защите инвестиций, в данном случае правительство Республики Абхазия и правительство Российской Федерации определило, что основные направления нашего сотрудничества, безусловно, в поощрении инвестиционной деятельности, отражающие абсолютно зеркальные нормы двух договаривающихся сторон. И здесь, безусловно, были заложены нормы, определяющие права и обязанности сторон, гарантии защиты инвестиций, возмещение ущерба в случае невыполнения обязательств сторонами и иные нормы. Но я здесь хочу подчеркнуть, почему я на это обращаю внимание, потому что все-таки это соглашение о поощрении взаимной защиты инвестиций, безусловно, носило рамочный характер. Конкретики, которая определяла бы принципы реализации, именно принципы реализации инвестиционной деятельности сторонами в рамках данного соглашения, конечно, не предусматривала. И мы понимали, что в будущем, в тот период, необходимо будет к этому прийти. Дальше трансформация законодательства Республики Абхазия происходила поэтапно, и в 2014 году был принят закон об инвестиционной деятельности. И здесь я тоже хочу обратить внимание, он достаточно содержательный закон, он закон, который предусматривает достаточно широкий перечень льгот, преференций, прав для иностранных инвесторов. Впервые, было введено такое понятие, как национальный инвестор и иностранный инвестор. Данный закон, естественно, разграничивал данные понятия. И здесь, важно отметить, что в закон были заложены основные принципы. Среди них выделены следующие. Это стимулирование инвестиционной деятельности. Для этого был заложен льготный механизм. Безусловно, и оттуда вытекают благоприятные условия для его реализации. Далее, защита законных интересов инвесторов, безусловно, законы о защите собственности, интеллектуальной в том числе, гарантии покрытия рисков в случае экспроприации, национализации или других форм возмещения ущерба и так далее. Все это, в принципе, должно было найти отражение. В данном случае закон также определял, что основной целью закона также является приверженность принципов международного права в сфере инвестиционной деятельности. То есть речь идет о том, что кроме внутреннего законодательства закон определял, что мы должны в этом смысле придерживаться также нормам международного права, которое у нас на тот период было представлено в основном данным соглашением о поощрении взаимной защите инвестиций. Что непосредственно закон об инвестдеятельности от 2014 года предусматривает? Вот здесь очень главные вещи я выделила, чтобы не перегружать вас информацией. В принципе, данный закон, он доступен, и с ним можно будет ознакомиться, но я здесь выделила самые главные вещи, потому что я потом на них далее буду ссылаться. Вот можно пока, как говорится, не отходя далеко, по поводу национальных инвесторов и зарубежных инвесторов. Да, от оппозиции я сейчас услышал, что они подчеркивают неравенство между отечественными инвесторами и зарубежными инвесторами. То есть там и льготное налогообложение. Это понятно, чтобы привлечь их, да, но все-таки неравные получается, да, у них условия. Но если вы касаетесь в данном случае проекта, о котором мы говорим, я лучше позже объясню. Да. А что касается действующего законодательства, там дискриминационного подхода нет. И здесь важно отметить, что закон об инвестдеятельности от 2014 года, в частности, предусматривает право иностранным инвесторам осуществлять свою деятельность путем создания на территории Республики Абхазия юридического лица, филиала, или непосредственно без образования в Республике Абхазия юридического лица или филиала иностранной организации. Это очень важный момент, поэтому я на нее специально обращаю внимание, потому что то, что мы предусматриваем в соглашении, фактически основывается на этом.
Далее, значит, закон об инвестдеятельности, действующий сегодня, он, да, предусматривает достаточно, ну, большой не могу сказать, но тем не менее перечень льгот и преференций. Он определяет, что реализуемые инвестиционные проекты в данном случае могут получить льготы в виде, значит, нулевой ставки или ставки в 50% по налогу на прибыль и налогу на имущество в соответствии с объемом инвестиций, который устанавливается Кабинетом министров, но там установлены пороги не менее 70 миллионов рублей и самый большой порог 350. Самое главное, что льгота же не может быть бессрочная. Безусловно, любая льгота имеет срок. И здесь законодатель предусмотрел, что данная льгота распространяется на срок не более 8 лет с начала его реализации. То есть, если вы начали реализовывать проект, вы заявились как инвестиционный проект, вы его реализуете, ваш срок не может быть более 8 лет, но привязывается к сроку окупаемости, то есть до достижения прибыли. Здесь нет разделения, для каких инвесторов эти льготы существуют. Они абсолютно одинаковые как для национального инвестора, так и для иностранного инвестора. Ну, вот тогда ясен этот вопрос. Ну, мы, то есть, ответили на то, что вот я говорю, я слышал, вот, не раз уже слышал, что неравные как бы условия у наших инвесторов. В рамках законодательства Республики Абхазия, которое сегодня действует, нет, это неверно. По сути своей, вот что он привносит, какая польза республике? Первое, да, начну с пользы, а потом скажу, что в данном случае проект в себе содержит. Я, в принципе, изначально обозначила то, что инвестиционная деятельность в республике, она должна активным образом развиваться. И то, что мы закладываем в рамки данного межправительственного соглашения, должно стимулировать привлечение инвестиций, крупных инвестиций. То, на что я обращала внимание, вот, отвечая на ваши первые вопросы, в рамках действующего законодательства, в рамках действующего международного договора, тех основных направлений, принципов, которые заложены и в законодательство, и в международный договор действующий, исходя из этой логики, мы, в принципе, и пришли к выводу, что необходимо готовить соответствующее межправительственное соглашение, потому что закон определяет возможность российским юридическим лицам реализовывать на территории Республики Абхазия инвестиционные проекты. Но порядок реализации этих инвестиционных проектов, условия, при которых они могут быть реализованы, как раз мы решили отразить его в межправительственном соглашении, а не в отдельном законе. Такая норма, на мой взгляд, соответствует духу времени, вытекает из того, что у нас есть соответствующие договора с Российской Федерацией по формированию общего социального и экономического пространства, гармонизации, унификации законодательства. И в этом смысле регулирование отдельных направлений инвестиционной деятельности в рамках международного договора как раз вписывается в данную повестку. Значит, сразу хочу сказать, что понятно, что при подготовке любого международного договора, касающегося любого направления, надо исходить из мировой практики, из логики, значит, позиции государственной политики в отношении той или иной сферы деятельности и, безусловно, защиты интересов нашей страны. Значит, исходя из того, что я сейчас сказала, в принципе, да, любой инвестдоговор или инвестсоглашение межправительственное, межгосударственное, оно, безусловно, должно содержать определенные нормы, которые должны определять порядок условий, значит, осуществления в данном случае инвестиций, определять, какой режим должен функционировать в рамках таких проектов, должны быть отражены гарантии защиты инвестиций, покрытия всех рисков и, безусловно, разрешение споров. Вот, в принципе, в таком контексте выстроен наш проект межправительственного соглашения. Что он предусматривает, данный проект? Здесь важно для себя, он достаточно широкий по объему, поэтому я коснусь конкретно тех вещей, которые, да, в принципе, могут интересовать, значит, общество в части, как вы говорите, ущемляет интересы или не ущемляет интересы, что оно дает инвесторам и чего не дает, допустим, Республике Абхазия. Первое, на что хочу обратить внимание, значит, проект соглашения не меняет норму
которая существует в законодательстве Республики Абхазия относительно того, что российские юрлица могут реализовать на территории Республики Абхазия инвестиционные проекты. И фактически дублирует норму, которая есть в законе об инвестдеятельности. То есть они могут реализовать инвестиционные проекты через филиал, зарегистрированный в Республике Абхазия в соответствии с нашим законодательством. Дальше мы определили сферы направления инвестиций, которые могут попадать под действие данного соглашения. Это сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инфраструктура, понятно, это инженерная инфраструктура, отдельно выделен транспорт и энергетика. И электроэнергетика у нас выведена в отдельное направление, и речь идет только об объектах генерации. И здесь сразу хочу сказать, и вы прекрасно об этом знаете, что вокруг вопроса, законодательства об энергетике много было дискуссий, много было обсуждений, болезненных и нет. В данном проекте соглашения мы абсолютно не меняем действующий подход к сохранению государственной собственности на объекты электроэнергетики. Это существующие объекты. Речь о чем идет? Здесь мы как раз заложили норму, что это может касаться только объектов генерации. Закон Республики Абхазия об электроэнергетике позволяет строительство, в том числе и за счет частных средств, объектов генерации. Не подлежат разгосударствлению в данном случае объекты генерации действующие. Да, поэтому здесь речь идет о строительстве новых объектов генерации. Передающие распределительные сети в рамки данного проекта соглашения не подпадают. Мы в этом смысле законодательство Республики Абхазия, которое регулирует электроэнергетику, мы не меняем. Но жизнь требует все время наращивать, понадобятся новые объемы генерации. Последние несколько лет испытываем дефицит, и если у нас будет возможность строить объекты генерации, в том числе за счет частных средств, я думаю, данный подход, в принципе, должен только приветствоваться. Далее, исходя из логики закона об инвестдеятельности, но при этом понимая, что проект соглашения регулирует определенные инвестиционные проекты, так скажем, крупные, мы, конечно, существенно увеличили пороги инвестиций по инвестпроектам, которые могут подпадать под действие соглашения. Вот я могу вам сказать, что проект соглашения устанавливает нижний порог объема инвестиций, подпадающих под действие этого проекта соглашения, в размере не менее 2 миллиардов рублей. Не менее. Не менее 2 миллиардов рублей, что превышает в 5,7 раз максимальный порог инвестиций, установленный в законе об инвестдеятельности. Это 350 миллионов рублей. То есть мы таким образом создаем фильтр для того, чтобы под действие данного соглашения попадали только крупные проекты, потому что соглашение, оно достаточно содержательное. А другого потолка нет, не менее. Не менее, а там в данном случае это уже... Могу сказать, что были дискуссии, они еще продолжаются, в том числе и с коллегами с российской стороны, может быть, по увеличению Но порога в целом же инвестиций. все пункты соглашения согласованы. Да. Только осталось их провести. Теперь, какие льготы соглашения, проект соглашения предусматривает? Фактически мы сохраняем тот же принцип, который есть в законе об инвестдеятельности. Это касается налога на прибыль и налога на имущество. Там, соответственно, юридическое лицо, реализующее такой проект с объемом инвестиций не менее 2 миллиардов, соответственно, будет освобождаться от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в течение 8 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. То есть, если в законе об инвестдеятельности речь идет об окупаемости проекта в течение 8 лет с начала его реализации, то здесь также срок стоит 8 лет, но привязка идет к дате ввода в эксплуатацию. Но тут еще есть оговорка, какая? Мы тут заложили защитный механизм. Допустим, объект довели до 80%, да, и не двигается дальше. Это же не может длиться до бесконечности. Мы ограничили, что если они не ввели объект в эксплуатацию, но при этом заявляли изначально, когда подпадали под критерий данного проекта соглашения по 2 миллиардам, там должна быть заявлена дата ввода в эксплуатацию. Значит, мы привязываемся к этой дате ввода в эксплуатацию. То есть здесь льгота
предоставлено, но и заложен защитный механизм для нас, для того, чтобы это Четкие не длилось сроки, бесконечно. Здесь, конечно, есть отличие от закона об инвестдеятельности. Проект предусматривает льготу, ее в законе об инвестдеятельности нет, но проект в данном случае у нас это предусматривает. Предоставляет в данном случае абхазская сторона право на возмещение НДС на срок 8 лет с даты ввода в эксплуатацию объекта инвестиций в эксплуатацию. Будет применяться механизм, аналогично российскому. Инвестор на этапе реализации проекта оплачивает причитающийся НДС в полном объеме, отчитывается и затем подает заявку на возмещение. Сам порядок возмещения будет утверждаться Минфином Абхазии в соответствии с законодательством Республики Абхазия. И возмещение будет осуществляться только после проверки налоговой инспекции при условии, что сам НДС начислен и уплачен в соответствии с требованиями законодательства Республики Абхазия. И сразу хочу сказать, здесь речь не идет о выпадении доходов. Это потенциальные доходы, которые могут быть у республики в случае, если этот проект будет реализован. То есть этих доходов сегодня нет, поэтому говорить, что это выпадающий доход, ну это не Если не до совсем. конца будет реализован, тоже это такая страховка, да, получается? Любая льгота, она срочна, но она должна контролироваться. И в данном случае мы заложили следующую норму. Понимая, что могут быть инвестиционные проекты, такие высокорентабельные, допустим, если строится там отель или там, жилой комплекс какой-то и так далее, понимая, что могут быть инвестиционные проекты, окупаемость которых может быть достигнута до ввода объекта инвестиций в эксплуатацию, мы предусмотрели, что при достижении проектом выручки до ввода объекта в эксплуатацию, позволяющим утвердить, что объект достиг окупаемости, льгота перестает действовать. В данном случае соглашение предусматривает обязательную бухгалтерскую налоговую отчетность. Соответственно, контролирующие органы, отвечающие за администрирование, контролируют эти процессы. И если поступает сигнал, что выручка достигнута, принимаются меры, предусмотренные соглашением о прекращении предоставления льгот. То есть защитный механизм здесь мы заложили. Кристина Константиновна, вот на данный момент у нас, наверное, существует множество ограничений для инвестора вот в плане подачи воды, подачи электроэнергии. То есть у нас недостаточно мощностей, может быть. Вопрос инфраструктуры – это острый вопрос, и мы уже сегодня испытываем дефицит. Учитывая масштабность проектов, конечно, значит, мы здесь предусматриваем, что такие крупные проекты должны иметь преимущественное право при значит, получении там, технических условий. Но, учитывая имеющиеся уже сегодня ограничения, мы заложили норму, что при наличии имеющихся ограничений по подключению к инженерным сетям, значит, стороны, а в данном случае и инвестор тоже будет совместно с абхазской стороной устранять данные ограничения. Расходы по строительству и реконструкции таких мощностей, соответственно, будут в том числе обеспечиваться за счет инвестора. И здесь это заложено. Мои познания в экономике невелики, я как обычный обыватель вас слушаю, и вроде мне все понятно, этот закон востребован для Абхазии. Что касается непосредственно программы гармонизации, значит, которая сегодня реализуется, да, у нас с Российской Федерацией два базовых документа подписаны. Это договор от 2008 года и договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года, где в частности определены основные цели и направления, в том числе значит, формирование общего социального и экономического пространства, значит, обороны, безопасности и так далее. А общее социально-экономическое пространство, когда формируется между странами, оно может формироваться по разным направлениям, в том числе через унификацию, гармонизацию законодательств в таких сферах: экономика, социально-гуманитарная сфера. То, что вот все равно там беспокоятся люди, не все понимают, там, каким образом мы гарантированы. Вопросы земли беспокоят, вопросы залога беспокоят, вопросы ущерба беспокоят. Это, безусловно, важно, потому что понятно, что когда речь идет о масштабах инвестиций такого уровня, более 2 миллиардов, понятно, что здесь, безусловно, инвестору нужны гарантии.
Вот. Поэтому сразу хочу сказать, что вопросы предоставления права пользования землей, залогу объекта инвестиций в случае там, привлечения стороннего финансирования, вопросы возмещения гарантий собственности. Эти нормы, которые отражены в соглашении, они соответствуют нашему гражданскому и земельному законодательству. На что еще хотела бы я обратить внимание, следуя международной практике, инвестиционный договор или соглашение, он должен гарантировать инвестору переводы платежей. Когда мы работали над проектом, мы с Национальным банком очень предметно этот вопрос обсуждали. Вот, в принципе, мы заложили такую же норму, которая у нас предусмотрена в межправительственном соглашении по реконструкции и возобновлению деятельности, значит, аэропорта города Сухум. То есть мы предусматриваем, что в рамках этого соглашения может быть зарегистрирован в Республике Абхазия филиал Российской кредитной организации, который будет обеспечивать, соответственно, переводы платежей, но на основании временного разрешения, выданного Национальным банком, где будет четко указан ограниченный перечень функций, которые этот филиал может использовать. Мы предусматриваем дополнительные защитные механизмы. Мы должны будем требовать полное технико-экономическое обоснование, утвержденный бюджет, то есть подтверждение наличия источника финансирования, подтвержденное официально. Далее это, безусловно, дата начала реализации проекта, дата ввода объекта в эксплуатацию. То есть несоблюдение условий будет являться дальнейшим основанием для применения санкций по прекращению предоставления льгот, ну и так далее. В принципе, как мне кажется, если вернуться в начало нашего разговора и коснуться закона об инвестдеятельности, соглашения о поощрении взаимной защиты инвестиций и того проекта, о котором мы говорим, он практически вытекает из логики предыдущих документов, о которых я говорила, но и предусматривает определенные больше гарантий для инвестора. Ну, конечно, понимаете, когда речь идет о таких инвестициях, конечно, гарантии имеют важное значение. Кристина Константиновна, а почему так получилось, что это межправсоглашение, вот по инвестициям не подписано даже в рамках министерства вашего? Не подписан данный проект соглашения по следующим обстоятельствам. Как я сказала, мы над этим проектом работали практически 2 года. В конце 2023 года были завершены все внутригосударственные процедуры по согласованию текста соглашения абхазской стороной и российской стороной. Парламент Республики Абхазия принял соответствующий закон, который предусматривает, что исполнительная власть до подписания международных договоров или нормативных актов, которые могут содержать нормы международного права, должны направлять на рассмотрение, на предварительное рассмотрение в парламент. Соответственно, следуя логике закона и требованиям закона, исполнительная власть направила данный проект на рассмотрение в парламент. И, соответственно, там и консультации проходили, и заседание комитета профильного было по обсуждению данного вопроса. У депутатского корпуса есть предложения, замечания к данному проекту. Все это пока в стадии обсуждения. Поэтому до сих пор проект соглашения не подписан. Кристина Константиновна, на данный момент какой объем инвестиций в Абхазии? Это по годам или как вы объясните? В настоящее время. И еще один момент меня как обычного гражданина интересует, волнует, может быть. Мы видим этажность высокая, и совсем не хотелось бы походить на это. Что нас это, наверное, какой-то генеральный план строительства, и все это как-то можно регулировать. Мы должны сохранить баланс. То, что нам дала природа, и все новшества прогресса, которые есть в том числе в строительстве, в развитии, должны применять очень эффективно земельные ресурсы республики по территории. Конечно, в данном случае ограничены, у нас хорошая прибрежная полоса.
Вот, больше половины территории покрыта лесом. И в данном случае тот ресурс небольшой, который мы имеем, мы должны использовать очень грамотно, так, чтобы будущие поколения могли развиваться. Парламент принял, значит, на последней сессии градостроительный кодекс республики. Значит, сейчас, значит, и Министерство экономики, и другие уполномоченные органы, которые отвечают за отдельные направления его реализации, мы готовим нормативно-правовую базу, которая должна быть утверждена в рамках Кабинета министров для того, чтобы закон мог полноценно функционировать. И градостроительный кодекс в данном случае конкретно, значит, предусматривает вопросы, связанные с генпланами развития территорий. Все ответственные органы должны в этом вопросе проявить, безусловно, инициативу и твердость в принятии решений. Да, мы очень долго, наверное, обсуждаем законы, и надо как-то уже действовать, да, вот Вы пора. знаете, очень много законов было принято, откровенно говоря, за эти 4 года, регулирующих различные сферы деятельности. У нас вот сейчас мы фактически, это тоже важно сказать, это и применительно в данном случае к этому проекту соглашения, который мы обсуждали, и к тому вопросу, который вы сейчас задали по поводу строительства. Фактически мы завершили работу. Почему говорю фактически? Потому что в организационном порядке подготовки необходимой материально-технической базы программного обеспечения у нас завершены все мероприятия по созданию автоматизированной информационной системы кадастра объектов недвижимости. То есть мы практически все завершили, осталось только значит, принять закон. Закон о кадастре находится в парламенте, он был направлен в декабре прошлого года. Мы ожидаем рассмотрения данного законопроекта. После того, как закон будет о кадастре принят, мы должны принять оперативные нормативно-правовые акты. Они у нас уже разработаны, просто мы не можем их принять до принятия закона. И, соответственно, автоматизированная информационная система кадастра объектов недвижимости начнет функционировать. Следующим этапом, безусловно, это очень важный, архиважный вопрос для нашей страны, это кадастр земли. Понятно, что здесь предстоит очень большая работа, но ее, безусловно, надо делать. Ну, а то вот звучат иногда возгласы, что вот министерство, ведомство, они вообще 3 года ничего не делали. Ну, знаете, тут мнения бывают разные, и да, главное, чтобы они были конструктивны. Ну, в общем, это все, что я мог вас спросить. Спасибо. Разъяснили. Я думаю, что вместе со мной многие зрители поймут эти разъяснения. Спасибо. Хорошо.